Стоп. Это у нас проходит чемпионат республики Саха-Якутия по пляжному волейболу, посвященный Дню физкультурника. Да? Цель, конечно, это популяризация волейбола, именно пляжного волейбола, потому что давно это уже практикуется, но, к сожалению, не так часто проходит. Ну и в обещании здорового образа жизни. И особенно отличие нынче участвуют юниоры, да, и юниорки, молодежь, и в возрасте до 21 года и старше. Соревнования, такие соревнования, вот, как чемпионат республики по пляжному волейболу, мы принимаем уже вот второй год. В прошлом году тоже играли. Ну, заранее вот хочу сказать, что мы очень благодарны вот организаторам соревнований, потому что они вот учитывают до этого вот, до вот этих соревнований прошли соревнования по пляжному волейболу среди учащихся. Ну, они проходили в парке культуры и отдыха вот, в городе. И мы вот приезжаем издалека и сразу принимаем вот в двух соревнованиях. Это очень хорошо, потому что туда-сюда обратно ездить это уже никак. Поэтому очень благодарны вот, Министерству образования и вот, Министерству спорта, вот, что они вот, централизованно работают и проводят вот эти соревнования. Вот. Работаем.
Ощущения как из приятных, конечно. Первый раз выступаю по этому виду спорта, а хотя проводится второй раз. Ну, очень интересная борьба такая, специфическая. Даже, скажем, может прогрессировать у нас в республике. Но он только летний. У нас, как понимаете, холодно. Апсагай в первом месте. А так, я скажу, вот любой вольник, апсагаист может прийти побороться для себя. Очень интересная борьба. И соперники сильные были, скажем. Платон Саинов, мастер спорта. Вот один из таких опытнейших. Ну, как бы я немного массой был больше, и получилось, как бы выиграл, вытолкал. И в финале встретился с молодым перспективным борцом Валеевым Никитой. Ну, немного опыта не хватает. А так, парень талантливый, все у него еще впереди. Через 2-1,5 года уже будут бой давать сильный. Сегодня у нас проходят всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч» по уличному баскетболу. Посвящены они Всероссийскому дню физкультурника, который ежегодно отмечается в воскресенье августа. Популяризация уличного баскетбола, повышение уровня судейства, то есть привлечение массовости, то есть, да, чем больше людей участвует, тем лучше. То есть, да, мы работаем на массовость с управлением физической культуры и массового спорта, как можно больше привлечь массовости в уличный баскетбол, чтобы он стал популярным в нашей республике. В прошлом году проводили 3 раза за лето, да, то есть каждый месяц в июне, июле и августе. Да, в этом году у нас получилось только 2 мероприятия. В июне у нас ежегодно проходит чемпионат Республики Якутия по уличному баскетболу. И сейчас у нас уличный баскетбол посвящен Дню физкультурника. Здесь разбито по категориям, там, до 18 лет, юноши, девушки, да, свыше 18 лет, мужчины и так далее. Несколько категорий. Лично для меня баскетбол – это очень многое. То есть баскетбол мне дал и друзей, хобби, увлечения. Баскетбол – это очень много для меня лично. Ну, как и для многих здесь, баскетбол – это не просто вид спорта, а что-то общее такое. В общем, количество участников у нас в этом году довольно-таки большое, более 150 человек. В общей сложности у нас насчитывается во всех категориях 35 команд. Ну, соревнования у нас начались сегодня с 10 часов утра. Погода сегодня прекрасная, очень довольно-таки тепло. Много очень пришло зрителей поддержать своих команд. Я хочу отметить все-таки большой плюс, потому что у нас уличный баскетбол не настолько развит, да, вы сами знаете, что у нас уличный баскетбол скоро будет включен, игра 3 на 3 включена в программу Олимпийских игр, поэтому у нас вот на сегодняшний день, с каждым годом и на сегодняшний день гораздо больше участников. Ну, уличным баскетболом я, конечно, меньше занимаюсь, чем обычным баскетболом. Мы вот у нас, знаете, сами прошла недавно спартакиада, 6-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия в селе Намцы.
Там я представляю сборную команду города Якутска. Там мы стали чемпионами. Все на протяжении всего лета мы тренировались. 4 в конце уже по 5 раз в неделю. Поэтому как бы я регулярно занимаюсь. Но не так часто, как, конечно, на открытых площадках, больше, сколько на закрытых. Ну, на закрытых, хочется сказать, у нас стритбол тоже проводится. Он уже будет осенью. Осенью, там уже когда похолодает, мы зайдем в обычный зал. Вот. Поэтому регулярно. И вас всех, как говорится, приглашаю, занимайтесь почаще спортом. Любите спорт. И баскетбол. Сегодня проходит соревнование, республиканский турнир по русскому жиму, который проходит традиционно с 2010 года. Здесь в основном выступают любители и профессионалы, те, кто занимается постоянно пауэрлифтингом. Также вырос уровень, у спортсменов вырос уровень, и появилось в этом году очень много женщин. Популяризация силовых видов спорта, а именно пауэрлифтинга, так как жим лежа – это одно из упражнений пауэрлифтинга. И также решили проводить на пляже 202 микрорайона, так как здесь народу много, люди ходят в хорошую погоду и заодно посмотрят соревнования наши. Выступало 9 женщин и 26 мужчин, также 9 спортивных клубов. Соревнования прошли на хорошем уровне. Спортсмены поднимали тяжести, женщины от 30 до 50 килограмм, мужчины от 100 до 150 килограмм. Также приехали участники с Намцев, Магана, участники также были с Жиганска и Хабаровска.
Это люди, которые учатся и представляют уже другие города.